Всем привет! С вами Владислав, канал Северный Патрик. Всех поздравляю с Днем Отцов. Сегодня у нас праздник. Я дважды отец. Вот мои богатыри работают, помогают. Сегодня у нас вот такое мероприятие. Приехали за льдом, которые мы осенью добывали. Запасы закончились почти, поэтому приехали с прицепом, чтобы натаскать питьевого льда. Вот после Нового года были сильные метели, пурги, вот так все замело. Вот поэтому надо ставить льды вот так вертикально, чтобы найти потом лед. А то вот посмотрите, там почти все накрыло. Снег очень жесткий. В этом году нам повезло, потому что тут есть дорога. Тут всю зиму ходила водовозка одна единственная. И как раз у наших запасов проходит дорога, поэтому без проблем мы заехали. Сейчас мы наберем полный прицеп льда и поедем домой. В прошлом году мы в той стороне брали и там мучились в это время после метели. Буксовали. В этом году повезло. Я сегодня готовился месить снег. Думал, будет жесткий оффроуд. Но, увы, сегодня ничего такого не будет. Сейчас будем набирать лед. Полный прицеп мы возьмем. Весна у нас началась как бы, но она у нас очень капризная. Были первые сосульки, плюсовая температура была днем +4, но сейчас обратно похолодало. Сегодня утром, например, было -35, сейчас где-то -10.
Bu muhtarmanın anyanın onu tügar sağlansın. Это наш первый рейс. Вот столько льда мы загрузили. Приедем еще на второй рейс. Это будет для моих родителей, потом для себя. Очень хороший день. Тихий, ясный, но холодный. Вот приближение весны можно ощутить и увидеть вот таким способом. И вот снег на солнце тает на колесах, а тут нет, потому что воздух и ветер холодный, только солнечный свет. Скоро весна. Отвлекся на дороге и вот так выехал. У меня передний мост отключенный, поэтому сейчас мы заблокируем и выедем. На заднем приводе ничего не получилось. Вот это отцовская эндура Ирбис 125 кубов, а это моя Минск. Мы завезли лед вот в это здание. Здесь не топится, старый дом, и там очень холодно, и лед там гораздо лучше сохранится, чем на улице. Сейчас второй рейс и уже к себе домой.
Вы, наверное, спросите, раз тут ездит водовозка, то почему воду не заливает водовозка? Так вот, зимой водовозка у нас берет техническую воду, потому что зимой подо льдом озера вода, озерная вода тухнет. Пить уже такой запашок болотный уходит. А лед он чистый, он дистиллированный, кристально чистый. Поэтому мы употребляем лед, талую воду изо льда. Ты куда? Ты куда? Осторожно, не упади. Перед нами вот такой кубик льда. Наша задача разломить на 3 части. Чтобы разломить лед, это кристалл, как стекло, поэтому надо линию сделать. Вот так надо сделать линию. Вот мы видим, что уже пошла маленькая трещинка. И при сильном ударе лед пойдет вот по этой трещине. Вот и разломили. Подожди, не посередине, надо на 3. Вот так, вот так. А теперь посильнее бей. Вот. Есть один разлом, есть. Теперь второй. Тоже сначала свет сделай, линию. Потом уже сильно будешь бить. Тут главное бить прямо. Не посередине, а по всему, по всей линии бить. Вот, молодец. Теперь вот так разрежь пополам все дольки. Сильнее бей. Вот, молодец. Второй. По линии бей. Вот, теперь третий. О, молодец. Мужик у меня растет. Помощник.
Вот и закончил я сегодня работу. Температура -8. Скоро уже будет очень тепло, и вот этот лед будет там таять. Поэтому мы скоро весь этот лед затарим в бочки. Это будет наш запас до лета, до июля. У некоторых, я летом показывал, есть подвалы глубокие. Они там хранят лед. И круглогодично они употребляют только талую воду. А у меня подвала нету. Приходится вот затаривать бочки. Ну и скоро под конец, когда лужа появится или лед на озерах вот почти закончится, я тоже делаю последний рейс, чтобы дополнить свои бочки. Вот такая вот сегодня работа была. Если вам было интересно, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. У меня есть Инстаграм, там постоянно выходят всякие предвыпуски, всякие анонсы, поэтому будет, наверное, интересно. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Ну и всем пока.